канун профессионального праздника Дня работника сельского хозяйства мы отправляемся в гости к человеку-легенде. Человеку, чья жизнь подобна крепкому дереву, корни которого в трудной истории, а плоды в процветании родной земли. Ахмед Цароев. Его имя в Ингушетии знает каждый аграрий. Более полувека, а если точнее 53 года посвятил сельскому хозяйству и его развитию. Мы попадаем в его святая святых, личный кабинет. Это не просто комната, это музей длиною в жизнь. Книги, сотни томов по агрономии и истории, старые, пожелтевшие от времени аттестаты и дипломы. Каждая фотография на стене – это глава из большой истории. Вот он, молодой паренек, только что окончивший Серноводский сельскохозяйственный техникум. После окончания техникума это было 18 марта 1975 года, как бы по заказу, это было, не знаю, 19 на второй день, 19 марта мы назначили приказом и, кажется, в ходе агротовском отделении, агрономном отделении. Я попал в посевную. Первая культура, мне полевой культуры была это горох и горох-осяная смесь. Это ранние культуры, их высевается рано. Вот так началась моя трудовая деятельность с этого отделения, с этого хозяйства. Потом меня перевели с Алиута в Сургахи. Вот там начал новое хозяйство организовать совхоз «Маяк» с плодоводским направлением. И в это хозяйство я остался. Первый фундамент заложил это хозяйство, это я, будучи агрономом отделением. Взяли меня тут же старшим агрономом. Его история началась далеко от Кавказа, в казахстанских степях. Семья Цароевых, как и тысячи других ингушей, была депортирована. Детство, опаленное лишениями, закалило характер. Но именно там, в Акмолинской области, он для себя решил: прославлю свой народ, прославлю свою малую родину. Он с теплотой вспоминает своего дедушку. Любовь к труду с землей привил именно он. Вот я, копаясь в бумагу, нашел. Ну, надо же это такое. Выписка из решения педсовета и Карской средней школы. Вот. Ученику, выпускнику, здесь Царою Ахмеда Хаджбековича рекомендуется на физико-математический факультет. Это уже рекомендации, рекомендуют школа. У меня были склонности физики, математики. Зал документов, поступила на физмат. Вот. Но после как-то процесса учебы, дед у меня был, дед живой еще был, он то в 76 году умер. Прожил он 120 лет, 96 лет ему было тогда. Он говорит, я бы, говорит, тебе порекомендовал бы пойти на агронома, говорит, вот как я хотел бы видеть тебя, как Васангелий Жабагилов. А я не знал Васангелия, я так детстве слышал про Васангелия, но он в голове у меня когда-то еще в Казахстане собирались люди, там соседи, походили. Не мог тоже ослушаться своего деда, я никак. Я поступил в зал документов в Серноводской сельскохозяйственной технике, 8-летнее образование было. Я учился и там, и в университете на физмате. Я успевал вот. Значит, когда сессия там зал, здесь уже каникулы начинаются в университете, учеба, сессия начинается в технике. И так я и там учился. Прошли годы ученичества, пришло время великих свершений от агронома до заместителя председателя правительства республики и депутата Народного собрания. Таков его путь. Но вспоминая то беззаветное время, Ахмед Хаджибекарович говорит не о должностях, а о людях, о тех, с кем поднимал целину, внедрял новые технологии, добивался рекордных урожаев. Это фотографии 1937 года. Вот сидит руководитель, то есть директор хозяйства Дахига Ахмед Хакашевич, вот это все они председатели колхоза. У нас были свои орденонцы, свои герои у нас тоже были. Герой соцтруда был Картавелион, он у меня, я был учетчиком в то время, Артаган Албагачиев, герой соцтруда. Барахой Лемка, Доярка, герой соцтруда, кукурузовод, Кадзоев, начальник управления сельского хозяйства, тогда как было управление у нас, до министерства, был руководитель Аушу Абукар. Да, его нет уже. Потом, значит, нам первым министром стал Гирей Султан Алаудинович. Интеллигент, высочайшего класса, организатор
Его тоже нету, да, как это был, Дексиголь. Главное качество агрария, говорит он, это не просто любовь к земле, а ответственность. Земля чувствует фальшь, она отвечает щедростью только на искреннюю заботу и тяжелый умный труд. Но прежде надо любить профессию. Так? Не изменять ее, оставаться в ней. Вот тогда получится толк. И постоянно надо работать над собой. Совершенствовать свои знания и двигаться вперед. Надо брать новых высот. Тогда что получится? Что лучше может быть? Это самая благородная профессия аграрника. Самая благородная. Мирная профессия это. Им надо оставаться, что. Ну, сегодня нам, конечно, тяжело говорить. У нас голод кадровый в сельском хозяйстве. У нас не хватает специалистов, у нас агронома нету, инженеров нету, у нас механизатора нету. Забыли вот это, раньше было те времена, добрые, хорошие коммунистические времена, скажем так, были механизатор, доярка, там, тружеников, сейчас этих не слышу, бывает. Его труд – это не только поля и отчеты, это и многочисленные научные статьи, и кандидатская диссертация, и законы, которые помогли развитию агропрома Ингушетии. Звание «Заслуженный работник сельского хозяйства России и Республики Ингушетия», орден за заслуги, золотая медаль Министерства сельского хозяйства. Это не просто награды, это признание его титанического вклада на всех уровнях. Могли бы молодые люди пойти в производство, если надо закрепиться, надо создать условия. В те времена, вот я первым, как молодому специалисту, мне дали, выделили, дали это, коттедж, квартиру. Пришли молодой человек, ну, поработал год-два, чтобы ее закрепить, значит, выделили земельный участок, и построить там дом. Вот тогда как было? Замечали, следили за специалистами. И тогда был такой резерв кадров. Вот я был когда рядовым специалистом, я стоял на старший кадров, резерве старший. А когда стал старший специалист, стал уже резерве главного специалиста. А когда оказался в роли главного специалиста, уже на руководителе. И была заинтересована, стимул был, вот, захотелось. Вот. И сегодня, обладая мудростью прожитых лет и отданных земле десятилетий, Ахмед Цароев смотрит в будущее с надеждой. Его напутствие молодому поколению просто и гениально. Не ищите легких путей, идите в село, беритесь за дело. Будущее страны в ваших руках, на ваших полях и фермах. Это честный и благородный труд, который кормит страну. Ингуши всегда во все времена были трудились с землей связаны. Поэтому у нас есть густонаселенные пункты, особенно в предгорной зоне. Начинают вот эти Нестерские, Алхасы, Галашки, Мужичи, Олкун, Валиути, Сухаха, много. Поэтому семьи есть. Летнее время, конечно, 2-3 месяца каникул дома, дети дома, школьники дома. Ну, почему бы нельзя, это не традиция. Это же трудовое воспитание даже, не говоря уже. И у себя это источник дохода семьи. Так? Постоянно у себя там на столе свежая продукция. Ахмед Хаджибекарович, пользуясь случаем, поздравляет с Днем работника сельского хозяйства, тружеников, ветеранов и работников аграрной отрасли. Хотелось бы поздравить всех работников этой отрасли, пожелать им успехов, здоровья и семейного благополучия. Так заканчивается наша встреча с человеком, чья судьба неотделима от судьбы родного края. Ахмед Цароев, ученый, государственник, но прежде всего хлебороб. Живая легенда, чьи уроки жизни и преданности земле остались примером для поколений. Адам Мережков, Мухаммад Яндиев, Магаз 24.